Дорогие друзья, ну вот, скоро у нас на якутской земле придет наш настоящий Новый год. Эсэх, и все к нему готовятся, особенно девушки. Конечно же, какой эсэх без нового платья? Ну, конечно, никакой. Сегодня мы у замечательной швеи, у молодого специалиста, у Уйгуланы Васильевой. И она сегодня нам покажет, как же своими руками сшить халадай. Это национальное якутское платье. Уйгулана, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Уйгулана, подскажите, пожалуйста, вот такое красивое платье. Вот оно прям вот соответствует ли вообще канонам национального якутского платья? Да, соответствует. Вот этот халадай, он называется стилизованный. Ну, стилизованный. Да, Так. стилизованный. Ну, состоит из воротника, рукава, вот манжеты и пуговицы. Также вот рюши, ну и отдельно пояс, ну также юбка, вот такая богатая. Да. Это ж сколько метров? Здесь 10 метров. Вот это платье из шелка, я Да. так полагаю, да, оно прям смотрится очень дорого, Да. очень достойно, красивый изумрудный цвет. И оборки. Вот. Ну, Самая оборки в один сложная слой. часть. Да. Это самая сложная часть. Да, и, это видимо, в один самая затратная. Да, самая затратная, и здесь уходит больше всего вот ткани. А сколько примерно ушло вот на оборки из вот этих 10 метров? Здесь, ну, получается 7. Это не 10 метров, 7 метров, да, ткани? Нет, общие 10, а здесь получается, ну, 7 вот таких тканей. Соединила. Соединили отдельно. Да, отдельно, и вот, ну, пришила. И получилось получается, вот так. оборки. И то есть, если девушка будет кружиться, это будет вообще просто невероятно, очень красиво. Да, солнце. Смотреться, да. Юбка, солнце. Юбка, И вот эти солнце. все детали, они потом вот соединяются как конструктор. Да. Много ли заказов поступает к вам накануне эсэха? Ну, пока заказы не принимаю. Я продаю на свободную продажу через социальные сети. Ну и заказчики вот находят меня, ну, как сказать, по... Ну, по социальным сетям, в Да, общем, по социальным сетям и по рекомендациям. То есть вот такое торбозное радио, да? Да, торбозное радио. Сарафанное, Да. лучше так скажем. Ну, на вас очень красивое платье, тоже халадай. И оно, вот смотрите, два платья, но они совершенно разные. Да, разные Хотя, цены. в общем-то, они очень похожи. Вот в чем различие? Которое платье, оно больше соответствует канонам? Ну вот на мне вот традиционный классический вариант. Получается не приталенная, вот юбка идет Уже от лифа, уже прямо, от да, лифа, под грудью, да, и сразу под грудью. расходится. И дополнительно, чтобы было красиво, я вот здесь добавила вот кружево, вот красивые пуговицы, также. Серебристые. Да, и они будут, серебристые. посмотрите, друзья, вот серебристые пуговички, они будут сочетаться, видимо, еще украшения здесь будут серебряные, да, серебряные. И серебряными украшениями, это с серьгами, да? Да. Ну, посмотрите, какой красивый якутский костюм. И, правда, девушки как цветы на этом празднике. Да, очень красивое сочетание, вот розовый с зеленым. Но цвета, кстати, могут быть совсем абсолютно разные, да, то есть что кому подойдет. Да. А И могут фасону быть, также. могут быть какие-то, ну, допустимы ли в традиционном халадае использование каких-то, ну, набивных тканей с рисунками? Да, можно. В данное время уже, ну, 21 век, поэтому используем разные ткани, вот разные фурнитуры, например, чтобы халадай был еще краше и стилизованнее. И индивидуальный как-то, Да, индивидуальный. То есть то, что подходит, Да. ну, каждой женщине, каждой девушке. Ну, главное, вот должны быть обязательно рюши. Ну, также вот манжеты должны быть. И вот здесь спереди можно, например, что-нибудь добавить. Обычно вот рукава иногда мы делаем из фатина, вот сетка. Ну, тоже, чтобы красиво и пышно смотрелось. Верхняя часть, чтобы это было такое воздушное. Да, такое. воздушная. Юбку тоже иногда делаем вот воздушной, чтобы. Ну, видимо, это все-таки, когда воздушные рукава, это все-таки тема такая девушек, да? Да, девушек Чем юнее, молодых. тем, значит, воздушнее должно быть. Ну, а если это солидная дама, значит, то и ткань, соответственно, и все это как-то должно быть более таким, скажем,
Более таким... фасон классический и полностью закрытый, получается. Да, конечно. Но потому что вообще вот в якутском народе это приветствуется всегда скромность, ну и как и в любом народе, да? В наряде должна быть какая-то сдержанность, но одновременно вот эти вот красивые кружева, потом сами украшения национальные, они добавляют, конечно же, вот такой образ делают завершенным, красивым и гармоничным. Да. Ну что, сегодня вы нам покажете, как пришить красиво и просто именно какую деталь к платью? Оборки. Оборки. Вот они, оборки. Это, Уйгулана, это может быть один слой или можно два слоя? Обычно ряд. По канонам должен быть один слой снизу, но иногда делают вот два слоя. Да, сверху. Но тогда расход ткани наверняка уже будет больше, да. Потому что нижний ряд, он, ну как сказать, требует большего расхода ткани. По подбору ткани еще можно подобрать на холода вот такую ткань муар. Муар недорогая, и она особо так не мнется. И вот, как видите, здесь красивые рисунки, вот, похоже на шелк. Также можно детали добавить, кружево, вот, планку, например. И дополнительно вот к нему я пришила пояс, тоже, чтобы было красиво, чтобы передала вот талию. Ой, Гулана, ну вот вы шьете платье уже у вас в процессе, да? Да, в процессе. И почти окончено платье, и вы уже будете пришивать последние, как говорится, последнюю деталь, это именно оборки. Оборки. Я уже подготовила, сделала вот такой роликовый шов, и осталось вот само лежит байбара. По-якутски байбара это оборки. Оборки. Они состоят из 4 частей. Да. Это тоже шелк. Да, тоже шелк. И посмотрите, друзья, какой красочный, какой солнечный, да, оттенок у этой ткани, желтый. Это тоже, видимо, для девушки. Для девушки, на продажу. Так. Вот вы подготовили. То есть вы уже соединили. А сама юбка состоит из скольки частей? Тоже из 4, да? Нет, от 7. От 7. Да. То есть 7 частей юбка. Ну, то есть, чтобы добиться именно вот как солнце, да, чтобы юбка была. Ну, а, кстати, в таком присборенном виде совершенно не видно, что это из каких-то составных частей юбка, да, смотрится совершенно как одно единое целое. И наши оборки, они будут также состоять из нескольких частей. Да. А сколько там частей? У оборок там тоже 7 частей. Я все соединила. Вы уже соединили. Да. И то есть сейчас мы будем пришивать оборки к юбке платья. В чем трудность? Трудность обычно вот делать рюши. Присборка, да? Да, присборка. Вот пришиваем, потом уже вот получается соединяем. А как вы, можно это сделать на машинке или же это вручную все, сборочки вот эти, чтобы они были ровные, красивые складочки? Я обычно сначала перешиваю машинкой и потом сметываю вручную. Потом вот соединяю. Когда соединяю, я сметываю вручную и потом только машинкой. То есть вы сейчас вручную будете сметывать, да? Сначала машинкой, потом вручную. Машинкой. Так, у вас, вы присядете. Значит, у вас два вида машины. Это сама непосредственно машинка и оверлок. Оверлок. Для обработки швов. Скажите, а сколько времени занимает пошив одного платья? Обычно в среднем 3 дня. Ну, вы делаете, а мы будем 3 дня. О, 3 дня это прям вот с утра и, скажем, полный рабочий день, да? Ну, не полностью. Если полный рабочий день с утра до вечера, то 2 дня. Но если там с перерывами, обычно 3 дня. Давайте я присяду сзади.
позади вас и буду наблюдать. Ну, а вообще, допустим, если это начинающая швея, то есть она должна, видимо, после Нового года приступать к пошиву холодая, Да. чтобы успеть К к нашему якутскому Новому году. Якутский Новый год мы отмечаем в конце июня. Да, по всей нашей Якутии проходят праздники. В каждом населенном пункте люди заранее готовятся к этому празднику, действительно, очень радуются. А вы сами где отмечаете Исэх? Я сама отмечаю здесь, в Якутске. Ну, раньше отмечала в Сунтаре. Ну, как так, я родом из Сунтара. То есть на родине? На родине. Ну, вообще, я помню, вот когда были детьми, всегда с таким нетерпением ожидали этого праздника, потому что, ну, просто действительно, это народное гуляние, это столько радости с приходом солнечного тепла, лета. И еще это такая возможность встретиться с друзьями, с родственниками. Да. И все ждут наш праздник. Самая такая, как бы, кропотливая работа, да? Да, кропотливая и долгая, можно сказать. Вот оборки и манжет в основном. А вы сейчас прошиваете вот именно верхнюю часть оборок или нижнюю? Верхнюю часть рюши. Здесь 3,5 метра, сантиметра, то есть. Я все отмечаю вот терморучкой, чтобы не потерять. И потом поэтому вот машинкой прохожусь. Прошиваете. Ну а вообще, когда вот вы шьете, там и нитки, и все имеет значение, да, игла, потому что это шелк. Тонкая игла. Для шелка обязательно тонкая игла. А если ткань более плотная, тоже игла меняется. Также нитки должны тоже соответствовать тканью, по свету. То есть вот, друзья, смотрите, если это желтое платье, соответственно, и желтого цвета или в тон, да, допустим, какому-то, если набивной рисунок, то обязательно кружева должны сочетаться с основным цветом, видимо, да, как бы, чтобы это смотрелось гармонично, красиво, чтобы не было аляповато и безвкусица, чтобы нам, ну, скажем, не бросалось в глаза, да, хозяйки холодая. Поэтому, дорогие друзья, обратите на это внимание. Еще меня очень интересует, сколько пуговичек должно быть на рукаве? На рукаве обычно по стандарту 8, 11. 8, максимум 11. 12. То есть четное, нечетное тут уже как бы без разницы, да? Ну, обычно без разницы. У меня там Ну, то есть смотря у кого 9. какая рука, да? Здесь у меня 9. 9. Ну, обычно делаем нечетное количество. Нечетное. Ну, я тоже как-то ближе склонна к нечетному, да, все-таки. У меня тут 9 штук. Скажите, а сколько вообще на рукав уходит ткани? Вот на сам рукав? Здесь, примерно 70 сантиметров, да? Да, 70 сантиметров. 70, в среднем 65-70. Ну, зависит от размера. Если большой размер, то чуть побольше может быть. Ну, кстати, если даже рукав будет немножко длинноват, чуток, да, то есть все это дело поправимо, потому что у нас есть вот такой шикарный манжет, очень длинный, высокий, ну или как вот правильно сказать, высокий, манжет, видимо, да? И за счет манжета, ведь он очень плотно, вот на вашей ручке, он плотно прилегает именно к кисти, да? К руки, запястью. К запястью, да. И поэтому рукав может быть даже немножко... Ну, побольше, да, подлиннее. быть подлиннее. Особо не будет заметно. Вот. Ну, конечно, чтобы это не болталось прям до самого, как говорится, вот до сгиба руки, но, в принципе, допустимо. Но это имеется в виду, это если какие-то девушки решат самостоятельно сшить себе холодай. Да. Ну, Из по штапеля, стандарту например. обычно 70. Вот делаю сборку.
Вот, То есть то, что мы прошили на машинке, это определенным швом, да, каким-то? Обычный шов. Обычный шов. И присбариваем. Приспариваем. Работа очень такая кропотливая, требует аккуратности. Да. Ну вот сборка должна быть и аккуратной, но также вот одинаковой. Ну, примерно распределяем, Да, стараемся, распределяем. чтобы это было очень, ну, как бы, Аккуратно, одинаково. не где-то, чтобы было пусто, где-то густо, а как-то все было, чтобы равномерно, да? Да. Ну, я думаю, начинающая, допустим, швея, как я, например, у меня, наверное, будут где-то пустоши какие-то присутствовать. На глазах сразу заметно будет. Да, поэтому надо попотеть маленечко, набраться терпения. Ну, вообще, мне кажется, швея – это такая профессия, когда требуется вот усидчивость, Да. прямо вот аккуратность такая. Но мне кажется, если будет поставлена цель, Да. что нужно на эсэх явиться в очень красивом, да, новом платье, то тогда, я думаю, любая преграда – это не преграда. Да. Любая трудность, да. Если загореться желанием, то можно вполне справиться с этим делом. Просто набраться терпения немножечко. Ну и вообще, в конце концов, женщины мы или не женщины, да? Да. Ведь наши предки действительно все умели сами. То есть, допустим, вот у якутская семья традиционная, это, как правило, многодетная семья. Если девочек там, допустим, много, и представьте, сколько платьев нужно сшить маме. Да. Ну, а потом девушка, когда подрастает, девочка, то она становится и Уже сама мастерицей. Да. Мастерица. Раньше все были мастерицы. Но сегодня вот не каждая похвастается своими умениями в шитье. Ну вот на примере покажем примерно, вот что у нас должно получиться. Получиться должна вот такая красивая деталь нашего платья, оборки. При сборе на все аккуратно и равномерно. А потом при пришивании вот этой вот части к самой юбке вы вот этот шов вынимаете, да? Убираете эту вынимаю. нитку. Сначала, когда соединяю, я сметываю вручную полностью по кругу. Потом уже только машинкой. То есть сейчас вот мы как бы вот эту вот присборили оборочку нашу, и потом к юбке мы пришиваем. Да, пришиваем. И обязательно вот эта присборенная часть, она должна соответствовать, ну, длине юбки. Не как длине, а как окружности юбки, окружности. Да? Это примерно сколько метров? Ну, здесь не примерно, тут должен четкий расчет быть, да, математический? Да. Я обычно вот соединяю, например, вот шов такой незаметный и на оборках. на оборках. Получается вот. У нас, да, вот так. Это метр, 1,5 метра. Вот таких деталей мы соединяем несколько штук, и уже получается вот оборки. И к юбке соединяем. Ну, юбка там состоит тоже из таких же деталей соединенных. А вот оборки уже здесь больше ткани уходит, чем на саму юбку. Ну да, это конечно, да. А примерно на сколько? На треть больше или там как расчет? Обычно на 3-4 раза больше, чтобы было вот даже пышно. вообще в 3-4 раза больше, да? Да. То есть, допустим, юбка, ширина будет у нас сколько метров? Да, на юбке уходит больше, 7, даже больше иногда, если прям пышное солнце. Ну давайте покажем, Лана, как потом вот эти оборки должны пришиваться к юбке. Вот само платье. Само платье. Вот эта юбка, я уже заранее нашла вот середину, вот отметила ручкой черточку. И вот здесь тоже я заранее середину нашла, также отметила. И вот эту я соединяю, чтобы было аккуратно, красиво. И сначала я вручную сметываю вот, по всему кругу, когда сделала вот рюши. Потом уже после сметки вручную и пришиваю на машинке. На машинке,
чтобы было все аккуратно и красиво. Ну и не рекомендую сразу вот машинкой Да, проходиться. потому что можно ошибиться много. Да. Ну, в общем, вот такая красота у нас получается. Да. Если в соединенном виде, вот такие красивые рюши у нас будут. Но это действительно красиво. А потом вот этот край нашей потом. оборки мы подшиваем на сколько сантиметров? Сантиметр я машинкой прошиваю, и потом только вот по этому шву я подгибаю 2 раза. 1, 2, и вот аккуратно пришиваю. В готовом виде вот будет вот такая красота, аккуратная. И потом вот это полностью утюжком проутюживаю, чтобы было все красиво и аккуратно. Ну что, дорогие друзья, вот Уйгулана нам показала, как пришивать самую трудную деталь в платье в якутском национальном. Это пришивание оборок к платью, к юбке платья. И оказывается, это не совсем, в принципе, так уж и сложно, если все сделать детально, по плану и аккуратно, и именно учитывая советы мастера. То есть с этим делом сможет справиться любая начинающая швея. Да, правильно? Да. Ну что, дорогие друзья, поблагодарим Уйгулану. Огромное спасибо. Желаем вам успехов в дальнейшей вашей деятельности, чтобы каждая девушка якутска была у нас красавицей на Исехе. Ну и, друзья, будем пробовать.